Татарский, тюркский, русский, английский, китайский пока с маленькой буквы. Почему нужно знать эти языки? Мы живем на излете первой четверти 21 столетия, когда искусственный интеллект уверенно входит в нашу жизнь, и грядет великая лингвистическая революция. И не только лингвистическая, но мы здесь пока будем говорить только о языках. Уже сегодня люди спокойно могут общаться по сотовому телефону друг с другом на любом языке благодаря встроенному в ваш аппарат переводчику. Казалось бы, отпадает необходимость изучения других языков. Достаточно знать один родной язык, все остальное сделает для вас искусственный разум. Но есть существенные доводы против такого подхода. Приведу только два. Первый. Всегда лучше знать оригинал, чем его копию. Второй. Каждый язык связан с мозгом, а значит и ментальностью человека. Если твой мозг будет работать лишь в одном направлении, он замкнется в своем пространстве и не сможет адекватно отображать реальность. Но вот в чем еще правда. Нужно отделить языки от их национальной принадлежности. Поясню свою мысль на примере взаимодействия русского и татарского языков. Многие лингвисты относят русский язык к искусственному языку вроде эсперанто. Это касается и других языков, но не будем отвлекаться от темы. Представитель любого этноса может обратиться к русскому языку, как и любому другому языку. Кстати, для многих великих русских писателей, великих не в кавычках, на самом деле великие русские писатели, они были в XIX веке. Так вот, русский язык не был для них родным, как писал Пушкин в поэме «Евгений Онегин», изъяснялся на языке своем родном. Но они, эти писатели, развивали и совершенствовали язык, пока он не стал великим и могучим. И каждый делал это по-своему. Граф Лев Толстой, к примеру, думал на французском, и некоторые свои вещи писал сначала на нем, а уж потом только переводил на литературный русский язык. Причем некоторые свои вещи он переписывал на русском языке по 7 и более раз. Литературный русский язык и язык глубинного народа – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. В этом отношении молодцы евреи. Они не заморачиваются по поводу русского и любого другого языка, принимая за основной тот язык, в стране распространения которого живут. Но не теряют национальной самоидентификации, оставаясь евреями. К тому же у них есть ядро, которое очень хорошо знает и идиш, и иврит. Но почти все профессора русской словесности в России принадлежат к этому изворотливому племени. Это ни в коем случае не оскорбление, это комплимент. А татарам, если, как мы считаем, в русском языке более половины корневых слов тюркско-татарские, сам Бог, Аллах и Тенгри велел глубже заниматься русским языком, не забывая, конечно, при этом свой родной татарский. Тоже у татар должно существовать ядро, какая-то критическая масса носителей татарского языка, планка, ниже которой опускаться нельзя, иначе нация исчезнет. Но остальные ее представители при условии сохранения татарской идентичности пусть говорят и пишут на любом другом языке, хоть на китайском. Именно так устроено еврейское сообщество. Это и является одним из условий его живучести и жизнеспособности. Этапы развития татарского языка я бы обозначил так. Первый. Урда татар тілі. Можно, конечно, и глубже опуститься, но не будем запутывать вопрос. Итак,
Первый этап урда-татар тілі – это старотатарский или чагатайский, и другие названия есть. Суть не в этом. Это язык, на котором говорила, писала вся Золотая Орда. Продержался он до 1917 года условно. Многие свои литературные произведения Тукай, Бегиев и другие дореволюционные татарские авторы создавали именно на этом языке. Второй этап – Казан-татар тілі – современный татарский язык. Третий этап – Москва-татар тілі – это русский язык, на котором говорит и пишет сегодня большинство татар. Да, русский язык тоже надо считать татарским. Продолжением и развитием татарского языка. Еще один любопытный аспект. Назову 3 книги 3 авторов, которые произвели на меня наиболее сильное впечатление в последние годы. Это квантовый физик Майкл Тейлбот, «Географическая вселенная», антрополог Джеймс Скотт, «Зомия» или «Искусство быть неподвластным» и серия книг нейрофизиолога Джо Диспенса «Сила разума». Эти книги я смог прочесть благодаря их переводу на русский язык. На татарском и других тюркских языках, за исключением, не знаю, может быть, турецкого, хотя тоже вряд ли там есть эти переводы, но на татарском языке точно переводов нет и вряд ли когда эти переводы будут. Все 3 автора – Майкл Тейлбот, Джеймс Скотт и Джо Диспенса – американцы. Вывод для меня, во всяком случае, очевиден. Без русского языка не обойтись. Но нужно знать, изучать и английский. Против ветра, как говорится, не... Сами знаете что. Окончательный вывод банален. Нужно изучать татарский, русский и английский языки. Это насущная необходимость. Возможно, в недалеком будущем нам понадобится еще и китайский.